В Нижнекамске судят заключенных, обвиняемых в нападении на надзирателей. Драка произошла в лечебном исправительном учреждении. Теперь осужденные могут получить до 5 лет к имеющимся срокам. Им вменяют статью «Попытка дезорганизации порядка в колонии». Подробности в материале Сергея Хайдарова. В зал суда подсудимых привезли из исправительной колонии, где они отбывают наказание. Именно там, в местах лишения свободы, они и заработали себе новую статью. По материалам уголовного дела обвиняемые были в нетрезвом состоянии. Один из них начал проявлять агрессию. Нанес один удар локтем руки в область грудной клетки Дубровина, причинив последнюю физическую боль. От удара Арсланова Дубровин стал заваливаться назад на кровать, в которой находился осужденный Мартын. Ухватил рукой Дубровина за шею и стал тянуть к себе, не давая тем самым Дубровину возможности подняться на ноги, причинив ему тем самым последнюю физическую боль. Потерпевшими по делу проходят сотрудники лечебно-исправительного учреждения. В ходе потасовки они получили незначительные травмы. Статья, по которой судят обвиняемых, попытка дезорганизации порядка в колонии. Оглашенное обвинение вам понятно? Да. Признает себя виновным? Нет. Признает себя виновным? Нет, как бы частично. Один из подсудимых подал прошение о проведении психоневрологической экспертизы, так как в тот момент принимал сильнодействующие препараты, побочным эффектом которых являются раздражительность и психоз. Но суд решил, что на данном этапе разбирательства такая экспертиза не требуется. На следующем заседании планируется провести допрос свидетелей потасовки. Также картину происшествия прояснят запись видеорегистратора, прикрепленная к униформе работников колонии. Сергей Хайдаров, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Вызов 112.